Хозяйственная деятельность казахского народа. Единственное число. Куда? Қайда, қай жерде? Дәріханаға. Куда? В аптеку. Мұражайға. Куда? В музей. Шаштаразға. Куда? В парикмахерскую. Кафеге. Куда? В кафе. Дүкенге. Куда? В магазин. Колледжге. Куда? В колледж. Зауытқа. Куда? На завод. Клубқа. Куда? В клуб. Мектепке. Куда? В школу. Кишиневке. Куда? В Кишинев. Множественное число. Куда? Қайда, қай жерлерге? Дәріханаларға. В аптеке. По аптекам. Шаштараздарға. В парикмахерские. По парикмахерским. Зауыттарға. На заводы. По заводам. Кафелерге. В кафе. По кафе. Дүкендерге. В магазины. По магазинам. Мектептерге. В школы. По школам. В казахском языке вопрос «кайда» имеет два значения. Первое значение «где», второе значение «куда». Где? Қарағандыда. Колледжде. Зауытта. Кишиневте. Дәріханаларда. Колледждерде. Куда? Қарағандыға. Колледжге. Зауытқа. Кишиневке. Дәріханаларға. Колледждерге. Единственное число. Вопрос в казахском языке «не-е» имеет значение «во что», «на что», «за что», «куда» при указании мелкого предмета, который можно охватить одним взором. Например, Машинаға. на машину, в машину, за машину, Партаға. на парту, за парту, Қоржынға. в сумку, за сумку, на сумку, Диванға. на диван, в диван, за диван, Қағазға. на бумагу, за бумагу, Тәрелкеге. на тарелку, в тарелку, за тарелку, Терезеге. на окно, в окно, за окно, Үстелге. на стол, в стол, за стол, Еденге. на пол, за пол, Сөзге. на слово, за слово, Сандыққа. на сундук, в сундук, за сундук, Орындыққа. на стул, за стул, Гардеробқа. в гардероб, за гардероб, Комодқа. на комод, в комод, за комод, Кереуетке. на кровать, в кровать, за кровать, Есікке. на дверь, в дверь, за дверь, Резервке. в резерв, Велосипедке. на велосипед, за велосипед. Множественное число. В казахском языке вопрос «не-ле-ге» имеет значение «во что», «на что», «за что», «куда» при указании мелкого предмета, который можно охватить одним взором. Например, Парталарға. на парты, за парты, Қоржындарға. в сумки, за сумки, на сумки, Дивандарға. на диваны, в диваны, за диваны, Сандықтарға. на сундуки, в сундуки, за сундуки, Орындықтарға. на стулья, за стулья, Тәрелкелерге. на тарелки, тарелки, за тарелки, Үстелдерге. на столы, столы, за столы, Кереуеттерге. на кровати, кровати, за кровати,
есіктерге, на двери, в двери, за двери. Единственное число. Вопрос кому? кімге, атаға, Кому? Дедушке. абысынға, Кому? Снохе. қызға, Кому? Дочке. әжеге, Кому? Бабушке. әйелге, Кому? Жене. егізге, Кому? Близнецу. қарындасқа, Кому? Младшей сестре. владиславқа, Кому? Владиславу. бөбекке, Кому? Малышу. глебке, Кому? Глебу. Единственное число. Местоимение, отвечающее на вопрос «кому», «кмге», имеет окончание «га», «е». Существительные, отвечающие на вопрос «кому», «кмге», имеют тоже окончание «га», «е», но также имеют окончание «ха», «ке». Множественное число. Вопрос «кому». кімдерге, Например, балаларға, кому? Детям. қыздарға, Кому? Дочерям. қарындастарға, Кому? Младшим сестрам. әжелерге, Кому? Бабушкам. әйелдерге, Кому? Женам. бөбектерге, Кому? Малышам. Во множественном числе местоимения и существительные, отвечающие на вопрос «кому», имеют окончание «га» или «е». Единственное число. Вопрос «к кому?» кімге, Например, жиенге келіп тұр, к племяннику приезжают. Множественное число. Вопрос «к кому?» кімдерге, Например, жиендерге келіп тұр, к племянникам приезжают. Вопрос кімге, кімдерге, в русском языке имеет значение не только кому, но и значение в ком. Например, балаға сенеді, в ком уверен? В ребенке уверен. Кому верить? Верить ребенку. балаларға сенеді, В ком уверен? В детях уверен. Кому верить? Верить детям. По учебнику выполните задание «Проверь себя», выполните письменно 8 заданий и домашнее задание. Выучите наизусть 22 новых казахских слов и выражений по теме «Хозяйственная деятельность казахского народа».